Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко обозначим главные темы выпуска. Боялись, рисковали, но шли и спасали. Спасибо вам и тем людям, но не все же здесь, не всех мы смогли пригласить. Вот за вами большие коллективы. Как сегодня в Казанском Кремле чествовали врачей и эпидемиологов, расскажет Салават Мухаммадулян. Хотел укрепить мышцы, а в итоге получил 3 перелома со смещением. Падает вот с этой высоты где-то 2,5 метра на твердую землю. Почему детскую площадку в Челнах отремонтировали только после ЧП, выясняла Юлия Гоголева. На Новый год в круглосуточном режиме. Для нас это усиление работы, усиление нагрузки на коммунальные сети. Как казанские экстренные службы будут работать в новогодние праздники, расскажет Рамиль Галиуллин. В юбилейный год юбилейная книга. Я не знал, насколько труден путь книги от того текста, который я отдаю им, и вот до того, как он появился. 100 лет пути здравоохранения в одной книге. О ней Алия Хайрудинова. Они жили в больницах, рисковали здоровьем и шли в неизвестность. Сегодня Рустам Минниханов вручил государственные награды и благодарности тем, без кого 2020 не представить – врачи и эпидемиологи. Чуть ли не впервые в Казанском Кремле изменился протокол чествования. После награждения в подарок медработникам прозвучал татарстанский гимн врачам. Как они впервые заходили в красную зону, о чем говорили с пациентами и как боролись со страхом. Эмоции и воспоминания героев этого года у Салавата Мухаммадуллина. Когда все это с парохода привезли к нам больных, ведь никто ничего не знал. 23 февраля вся страна отмечает праздник. Коронавирус там, где-то далеко, в Китае. Но татарстанские врачи действуют наперед. Именно республиканская инфекционная больница первая в стране принимает 8 российских туристов из ковидного лайнера Diamond Princess. Дина Семенова – одна из первых, кто вышел на прямой контакт с больными. За отвагу и безупречную работу сегодня Рустам Минниханов вручает ей орден Пирогова. Указ президента Владимира Путина был подписан 21 июня. Видно, что Дина Семенова сегодня взволнована. Врачи не привыкли быть на публике. Вся их работа – это невидимый фронт. Такое ощущение, что это происходило не с нами. Мы ночью стояли, ждали пациентов. Не знали, что это неизвестность, какие пациенты будут, кто приедет, каков их статус. В итоге всех выписали, но это было только начало. Весной больницы республики начали переводить в режим ковид-госпиталей. Луиза Губаева сегодня тоже с орденом Пирогова. Она навсегда запомнила свой первый час в красной зоне. Это было 2 апреля. На передовую с коронавирусом она пошла вместе со своими детьми. Дочь медсестра, старший сын медбрат. С младшим дома остался муж. Это, наверное, на тот момент был ключевым фактором, когда мы собирали персонал в госпиталь. И многие говорили, что ой, ну если Луиз толкает на своих детей устроила, наверное, это не так страшно. Был очень серьезный разговор дома с супругом, потому что он, конечно же, был тоже напуган. За то, что перебороли страх, пошли, спасли и продолжают вести этот бой. Врачам и эпидемиологам награды. Рамиль Зайнуддинов в красной зоне работает 8 месяцев, с 12 апреля. Сейчас об этом он говорит спокойно, а тогда весной боялся сказать даже родителям. Я сперва не хотел говорить, даже думал, начнем работать, может потом скажу. Но так я не столкнулся, буквально там, за 2 дня где-то до открытия. 10 у нас было открытие, а первая смена моя 12 была. Вот я уже сказал, что все вот так, окончательно бесповоротно мы там. Так в 28 лет Рамиль Зайнуддинов уже с наградой от президента страны. Благодарность от Владимира Путина. Вчерашний интерн оказался в одном ряду со своими учителями. В борьбе с ковид проявили себя все. С медиками одним фронтом против ковида боролись и эпидемиологи Роспотребнадзора. И сегодня Рустам Минниханов отмечает вклад каждого. Без всякого преувеличения могу сказать, что каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом. Спасибо вам и тем людям, но не все же здесь, не всех мы смогли пригласить. Вот за вами большие коллективы. Конечно же, просьба донести слова нашей благодарности. Пандемия, как 2020 год, никуда не уходит. Каждый день они продолжают лечить, спасать и бороться с ковидом. Награды – лишь небольшая остановка на передышку. И этот гимн звучит впервые и только для них.
Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ. Казань. Новогодний подарок всем тем, кто весь этот год был на передовой. Кондитеры Казани в эти дни пекут торты для врачей и медсестер ковидных госпиталей. Сладости доставят в клиники республики под новогоднюю ночь специально для тех, кто дежурит в красных зонах. Сахарная, съедобная. Да, вот мы ее вот так вот кладем, готовую. Ее можно кушать, все. Спасибо врачам, говорят сегодня кондитеры республики на своем профессиональном языке. Так они благодарят медиков за героизм. Десятки спасенных жизней порой ежедневно рискуют своей. Вот здесь задействована большая бригада. Торты сделаны из бисквита. В основном мы работаем только на натуральных продуктах. Бисквит в основном из яиц. Идет сливочное масло, сливки, разнообразные начинки фруктовые. Вес одного торта 5 килограммов. Его готовят за час. 135 торта для 54 больниц Татарстана. В каждой из них была вложена любовь кондитеров. Ведь они понимают, год был для врачей не из легких. В этом году нам тоже понадобилась эта помощь врачей. И мы поэтому знаем у них какой труд. Видим, как они трудятся, поэтому торт от всей души сделали. У нас это в этом году 4-я или 5-я акция. Мы начали прям с апреля месяца, как только начались сложные времена, и когда мы узнали, что врачи живут в госпиталях, живут в больницах. Нам было очень приятно, когда мы видели в окошко машущих врачей, улыбающихся. Это тоже вот в наши такие сложные дни, в сложные времена очень приятно положительные эмоции получать. Это федеральный проект «Корзинка добра» от партии «Единая Россия». Весь этот год люди разных профессий находили возможность сказать спасибо врачам по-своему. Блогеры приносили цветы на 8 марта, художники рисовали граффити на домах. Наш телеканал посвятил целый проект «Спасибо врачам». Файруза Мазитова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Количество заболевших коронавирусом в республике растет. Вчера был зафиксирован новый антирекорд – 106 человек за сутки. Сегодня 105 случаев. За выходные в Татарстане подтверждены еще 3 случая смерти от ковид. Это женщина 62 и 79 лет и 85-летний мужчина. В России сегодня 27 787 заразившихся. Большинство по-прежнему в Москве – 6253 человека. Практически не изменилось число заболевших в Санкт-Петербурге – 3748. И в Нижегородской области 502. У наших соседей в Ульяновской области 281 заразившийся, в Самарской 310, в Чувашии 112, в Мариэл 51, в Башкортостане 167. При плановой госпитализации в больнице теперь не нужно сдавать ПЦР-тест, а перед вакцинацией от коронавируса не будут брать тест на антитела. Об этом сегодня заявил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков. По его данным, согласно приказу российского Минздрава, заметно расширен перечень тех, кому положена бесплатная вакцина от ковид. Кого включили в список и какова сейчас эпидобстановка в Татарстане, узнала Юлия Гоголева. Приготовьте, пожалуйста, руку, дайте мне пальчик. В выходные в Татарстан поступило еще 3000 доз вакцин от коронавируса. Вслед за медработниками прививать начали сотрудников школ и детсадов, полицейских и не только. В некоторых учреждениях прямо в соцсетях есть уже приглашение прийти на вакцинацию. Всего же с конца февраля прививку от ковид в Татарстане должно сделать более 100 тысяч человек. Согласно поправкам к приказу российского Минздрава, привиться смогут и лица 65+. Ранее для них действовали ограничения. Еще одно новшество – перед вакцинацией не будут брать тест на антитела. Главное – не болеть последние полгода коронавирусом. Пациент проходит, безусловно, собеседование с медицинским работником. И решение о том, можно ему его вакцинировать или нет, принимается в том числе и на основании эпидемиологического анамнеза. Отменили ПЦР-тест перед плановой госпитализацией. Для тех, у кого есть признаки ОРВИ, в стационарах создадут специальные буферные зоны. Этот вопрос, безусловно, с сегодняшнего дня в работу пущен. Но, как обычно, у нас будет определенный срок, 1-2 дня, для того, чтобы приспособиться вот к этим изменениям. Ситуация с коронавирусом в Татарстане по-прежнему напряженная. На время новогодних праздников работники здравоохранения и Роспотребнадзора переходят на усиленный режим. В Татарстан приедут сотни туристов, поэтому проверки только усилятся. 90 гостиниц города Казани было проверено. Отрадно, что меры соблюдаются практически везде. Только в 3 гостиницах были выявлены замечания. По итогам проверок нарушения антиковидного режима обнаружили также в 6 кафе и в 14 средних учебных заведениях. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
По-настоящему морозными будут предпоследние дни уходящего года. Уже завтра в республике начнется похолодание. Ночью и утром температура опустится до 16-21 градуса. Самой морозной станет предпоследняя ночь года. 30 декабря в восточных районах республики обещают мороза до минус 30. Одеваемся по погоде и аккуратнее с отопительными приборами. За выходные в Казани выпала почти половина месячной нормы осадков. Чтобы успеть привести в порядок улицы к утру понедельника, на дороге город вывел весь свой автопарк. Это 618 машин и 400 рабочих. За прошедшие сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега. Казанцы признали, основные магистрали убрали хорошо, чего не скажешь про дворы. Как нам сообщили некоторые управляющие компании, в воскресенье вообще не стали очищать от снега придомовую территорию. Тут вроде бы ничего, терпимо. А так-то вы довольны, да? В общем-то, в среднем, да. По городу нормально, во дворах не очень. Я вот была позавчера, в субботу у нас здесь трактор стоял, машина стояла. У нас все убирает снег нормально. Согласно действующим нормативам, придомовая территория должна быть расчищена от снега в течение 6 часов после его выпадения. На крышах с наружным водостоком не допускается накопление снега более 30 сантиметров. Почти 100 площадок для празднования, 4 для запуска фейерверков и круглосуточное дежурство всех экстренных служб. Сегодня в мэрии Казани рассказали, как праздник к нам приходит и как будут работать все, чтобы он прошел спокойно и с настроением. Детали у Рамиля Галиуллина. Новогодняя суета во всем. Люди спешат, закупают продукты и подарки. Вот только если кто-то в празднике сможет просто расслабиться, то многим предстоит нести службу, например, дорожникам. На случай аномальных снегопадов к имеющемуся парку уборочной техники в количестве 596 единиц в рамках заключенных договоров мы имеем возможность дополнительно привлечь еще 400 единиц. Как в Казани готовы встречать Новый год, сегодня обсудили в мэрии. Особое внимание не только уборке снега, но и вывозу мусора в период праздников ежедневно. До того, как выйдут все казанцы на рабочие места, для нас это усиление работы, усиление нагрузки на коммунальные сети. И, конечно же, номер один – это вопрос безопасности. Полиция, медики и спасатели будут дежурить круглосуточно. Больше всего сил и внимания уделят местам массовых гуляний. В новогодние каникулы мероприятия пройдут без малого на 100 площадках. За порядком на них будут следить около 1000 полицейских. Охрана общественного порядка центральных елок обеспечивается круглосуточными постами с момента их открытия до закрытия 14 января. В местах расположения новогодних елок и проведения праздничных мероприятий предусмотрены дополнительные посты ГИБДД. В настоящие новогодние каникулы на усиленный режим перейдет и система здравоохранения. С 31 декабря по 10 января стационары, родильные дома и женские консультации будут работать круглосуточно. Вне зависимости от прописки принимать пациентов будут в травмпунктах 7 и 12 горбольниц, а также 7 поликлиники. Детям помощь готовы оказать в травмпункте детской больницы номер 1 и ДРКБ. Что касается общественного транспорта, то он в новогоднюю ночь будет курсировать до 2 утра. Станции метро будут открыты до полуночи. Утром 1 января автобусы выйдут на линию с 7 часов утра. Режим работы метрополитена с 6 утра до 24:00. Салюты, фейерверки и петарды. Отметить Новый год с огоньком любят многие. Вот только легальной покупки салютов мало. Для запуска пиротехники в Казани подготовили 4 площадки. Майдан на Гаврилова, Нижнезаречная дамба, у ипподрома в Советском районе, а также парковка напротив площадки Сабантуй в Березовой роще. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань. Индекс Оливье 2020. Продукты к новогоднему столу подорожали как минимум на 10%. Это рекорд за последние 6 лет. Где самая дешевая продуктовая корзина? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Представили цифровые медицинские сервисы и образовательные карты. Сегодня Рустам Минниханов провел заседание Ассоциации содействия цифровому развитию. Здесь президенту рассказали о IT-проектах и достижениях Акбарсбанка. Рустаму Минниханову презентовали мобильное медицинское приложение. Оно позволяет пользоваться услугами обязательного и добровольного медстрахования, телемедицины или записаться к врачу и изучить медицинскую карту. Еще один проект – турникеты для оплаты проезда в общественном транспорте.
В этом году в Татарстане 600 детей-сирот обеспечили квартирами. Госжилфонд ежегодно предоставляет жилье 300 сиротам. В этом году по решению Рустама Минниханова это количество было удвоено. Сегодня в Салават-Купере Казани прошло заселение нового жилого дома. Он построен по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ключи от новых квартир получили 32 семьи, и этим программа этого года закрыта. Один из новоселов Александр Буренков, он получил 600-й ключ от квартиры как сирота. Его поздравил руководство Госжилфонда. Я ждал долго этого момента. И сейчас я рад, что получаю. Парковка очень удобная. Удобные заезды, подходы к подъездам. Площадка строится детская, тоже очень хорошо. Все рядом. Особенностью данного дома является то, что в этом доме 32 квартиры получают дети-сироты. На этом программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершена. По поручению президента 600 детей-сирот в текущем году обеспечены жильем. Хотел размять мышцы, а в итоге получил тройной перелом со смещением и разрывом связок. Жительница набережных Челнов Алия Ахмитова требует наказать виновных в травме своего сына. 1 сентября он повис на перекладине на детской площадке, которая оказалась аварийной. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, но через 2,5 месяца его закрыл. Почему? Подробности выясняли наши корреспонденты. Поднялся по лесенке, схватился правой рукой вот за эту желтую перекладину. 1 сентября Алия Ахмитова помнит, как сейчас ее 12-летний сын Салим вернулся со школьной линейки и пошел играть во двор, полез на перекладину. Потом он схватился левой рукой, она накренилась в левую сторону. И в результате он падает вот с этой высоты, где-то 2,5 метра, на твердую землю локтем. В результате у нас 3 перелома со смещением и вывихами. Еще разрыв связок. С этого времени они практически не вылезают из больницы. Ребенок перенес 3 операции. По словам врачей, полностью рука восстановится лишь через год. Нам сделали 3 операции под общим наркозом. Ему вставляли спицы. Мы 2 раза пролежали в больнице. Управляющая компания «Паритет», которая обслуживает детскую площадку, принесла свои извинения только после претензий Алии Ахмитовой. И только спустя 3 недели коммунальщики перечислили 55 тысяч рублей в качестве компенсации за расходы на лечение и моральный вред. Алия Ахмитова с суммой не согласилась и сейчас готовит иск в суд. Адекватной компенсацией считает не менее 250 тысяч рублей. Если бы я не предоставила видео, естественно, они бы и остались безнаказанными. Видео, сделанное в день ЧП, Алия Ахмитова передала сотрудникам Челнинской прокуратуры. По итогам ее проверки, как говорит Алия Ахмитова, в Следственном комитете Челнов возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении работников управляющей компании «Паритет» и ЖЭУ «45-й комплекс». Но спустя 2,5 месяца, в конце ноября, Челнинское управление следкома это дело закрыло с формулировкой «за отсутствием состава преступления». По регламенту они передали его в Казань для согласования. Однако здесь решение челнинских коллег не согласились. И, как стало известно сегодня, уголовное дело возобновили. Правда, пока в правоохранительных органах комментировать эту историю не желают. Они думали, авось пронесет. Как рассказала Алия, практически сразу же после инцидента с Салимом перекладину на площадке приварили и подкрасили. Почему этого не сделали раньше? Мы попытались связаться с управляющей компанией «Паритет», направили официальный запрос. Директор оставил без ответа. Даже письменного ответа не будет? Если сейчас ее до сих пор нет, значит не будет. После этого неоднократно звонили в приемную генерального директора управляющей компании Рамиля Шакирова. Но что по телефону, что вживую, здесь журналистов пока игнорируют. А по какому вопросу их даже не интересует, да? Она сказала на сайт обращения. Потом ответ будет. Видимо, отправляя нашу съемочную группу на сайт, коммунальщики не знают закона о СМИ. Редакция выполняет свой профессиональный долг и предоставить ответ ведомство обязано в течение 7 дней. Мы по-прежнему открыты и готовы услышать позицию всех сторон. Юлия Гоглева, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, Набережные Челны. Этой книгой мы говорим спасибо всем, кто работает в сфере здравоохранения. Этими словами начал пресс-конференцию министр Марат Садыков. Сегодня прошла презентация книги «Здравоохранение Татарстана. 100 лет пути». Над ней работали 14 месяцев, а запланированный ход работы сместила вмешавшись пандемия. Вместе с тем она же и приковала особое внимание к труду медиков и их значению в нашей жизни. Олег Рудинова продолжит. 2 суток мы только фотографии скачивали для этой книги.
Имя Ростислава Туйшева в медицине известное, но тут врач-хирург высшей категории открылся еще с одной стороны. Благодаря его хобби делать фотографии сформировался огромный архив черно-белых и цветных карточек. Они и легли в основу книги. Представьте, сколько там интересных лиц, которых уже нет на этом свете, но все они являются для нас незабвенными, нашими учителями. 14 человек, 14 месяцев работы, 15 редакций. И вот сегодня книгу «Здравоохранение Татарстана. 100 лет пути» увидели первые читатели. Перекроить утвержденное содержание пришлось в начале апреля. Тогда началась пандемия. Строительство новой инфекционной больницы за 100 дней, самоотверженный труд врачей – все неожиданно стало новой страницей истории. Как только мы почувствовали, что у нас появляются новые отраслевые герои, то есть люди, которые работают в красной зоне, мы, конечно, сочли необходимым отразить тоже их труд. Первые медицинские учреждения на территории Татарстана появились в конце 18 века, и им в этой книге посвящена отдельная глава. К примеру, вот на этой странице можно увидеть медицинские инструменты, которыми тогда пользовались. Здесь и история районных больниц. Информацию собирали по всей республике. Книга – это благодарность всем, кто сегодня стоит на страже здоровья жителей Татарстана, говорит министр. Особенно тем, кто сейчас на передовой. Я уверен о том, что победа будет за нами. Здесь не только ведь пандемия, да, это и 75-летие Великой Победы, столетие Татарстана, ТАССР. И, конечно же, исполнил 100 лет в системе здравоохранения Республики Татарстан. Обещают, у книги будет продолжение. Посвятят ее Министерству здравоохранения Татарстана. На все берут год. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. До главного праздника года остается совсем немного. Банк «Аверс» решил подарить маленьким пациентам детской республиканской больницы новогоднее настроение. Для банка «Аверс» стало доброй традицией поздравлять с наступающим Новым годом малышей, которые лечатся в детской республиканской клинической больнице. Следуя этой традиции, банк «Аверс» передал в дар клинике медицинское оборудование, а сотрудники банка приобрели маленьким пациентам подарки, развивающие и интеллектуальные игры, конструкторы и игрушки. Банк «Аверс» – это наши надежные друзья и партнеры. Мы сотрудничаем с ними уже много лет. И что особенно ценно, мы принимаем участие в одном деле. Мы спасаем жизни и улучшаем качество жизни наших маленьких пациентов. А что особенно отрадно, то, что мы продолжаем взаимодействие и сотрудничество с банком даже вот в это непростое время. Сотрудники банка «Аверс» верят, их подарки помогут создать новогоднее настроение маленьким пациентам и желают всем детям скорейшего выздоровления. А компания «ТАИФ-НК» уже успела подарить новогоднюю сказку всем жителям Нижнекамска. В Татарстанском кадетском корпусе прошел настоящий бал. Подробности далее. Кадеты сегодня при параде. На время забыли об учебе, но строевой шаг чеканят. На сцене лучшие победители всероссийских и республиканских олимпиад. В Татарстанском кадетском корпусе сегодня обучается 252 курсанта. Здесь не только дети из нашей республики, но и ребята из субъектов страны. Сегодня в преддверии Нового года каждый из них получит новогодний сюрприз от компании «ТАИФ-НК». Со дня основания кадетского корпуса помогают нашему процветанию, нашему благосостоянию. Адресная помощь и благотворительность. Этим двум направлениям ТАИФ-НК уделяет особое внимание. Предприятие участвует во многих федеральных, республиканских, муниципальных проектах, оказывает финансовую помощь медицинским, коррекционным и образовательным учреждениям. Вот и сейчас стали новогодними волшебниками. В наступающем году мы желаем вам крепкого здоровья, успехов в учебе и службе, а педагогам терпения и мудрости в воспитании будущих защитников Отечества. Хоть уже как бы и взрослые, но тем не менее все-таки неожиданно и приятно. Я уже смог представить, что такое Новый год. Это показалось мне как-то волшебно и неожиданно.
Еще один подарок от Таиф НК жителям Нижнекамска – это новогодняя елка на площади Лимаева. Здесь артисты перенесли гостей в атмосферу карнавала. Работали торговые ряды, запахи мандаринов, разноцветные огни, музыка никого не оставили равнодушными. Самое главное, что люди, несмотря на такую погоду, все равно находят минутку, чтобы чтобы прийти на этот праздник. Здесь очень красиво, ярко, здесь можно танцевать, здесь радостно. Вот так с настроением вступают нижнекамцы в Новый год. Уверены, он будет лучше. Тем более, когда рядом такой друг, как Таиф НК. Алия Хайрудинова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. На этом у нас все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. До встречи. Что значит жить лучше? Мечта, которая превращается в цель. Цель, которая находит вдохновение. Вдохновение, которое переходит в ресурс. Ресурсы, которые становятся возможностью. Возможностью понять. Жизнь не черновик. Акбарсбанк. Живите лучше. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. Диагностика у флеболога СУЗИ всего 750 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212 20 40. Если ваша любимая болтает и болтает и болтает по телефону, это говорит о много. 500 минут по Татарстану за 350 рублей в месяц. И у вас тариф много минут от оператора «Летай». Подключай, болтай, летай. Мы спешим с Новым годом поздравить татарстанцев и им пожелать все невзгоды в 20-м оставить. Новый год только с лучшим встречать. Механизмом единым вращаясь. Наше дело стремиться вперед. И на благо страны всей стараясь. Всегда думаем мы наперед. Казань-Оргсинтез поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Новым годом. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Поздравляем с новосельем, доченька. С новым счастьем. Почувствуй праздник, когда у детей есть своя квартира. Сенсация! В Казанском цирке новогодняя программа «Звери, цирк и Дед Мороз». В студии София Егорова. Здравствуйте! О погоде поговорим после полезной информации. Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря при заказе шкафа-купе комод в подарок. Данил Мастер. Телефон в Казани 2 167 166. Что значит жить лучше? Превращать мечту в цель. Находить вдохновение для достижения этой цели. И знать, что каждая сегодняшняя мечта действительно может исполниться завтра. Акбарсбанк поможет рефинансировать невыгодную ипотеку, а также получить кредиты на ремонт по ипотечной ставке. Акбарсбанк. Живите лучше. Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево будет облачно, пройдет небольшой снег. Подморозит минус 12-13 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге днем будет морознее, чем ночью, до минус 15-16 градусов. Пройдет снег. Не обойдется без похолоданий и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Местами не исключен снег. Днем до минус 16. В Арске, Кукмаре и Балтаси мороз и солнце. Днем температурный фон понизится до минус 17-18 градусов.
В Болгаре, Дрожжаном и Буинске столбики термометров устремятся вниз. Существенных осадков не предвидится. Днем минус 13-14 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидается переменная облачность и небольшой снег. Будет морозно, до минус 17. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего один укол вместо операции и протеза. «Доктор Ост». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. Спешите выбрать новогодние подарки любимым сетей ювелирных магазинов «Изумруд». Только до 31 декабря скидки до 60% на все ювелирные украшения из золота и серебра. Подробная информация во всех магазинах «Изумруд». В Казани облачно, возможен небольшой снег. Ночью около 12 мороза, днем уже 15 градусов ниже 0. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление в норме, 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%, магнитное поле Земли спокойное. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Не берите в Новый год лишнего. Избавьтесь от варикоза. Новогодняя скидка на лазерное лечение до 20%. Скидка весомая, ножки легкие. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212 20 40.